В этом году в стране пройдет первое голосование, на котором на протяжении всех 3 дней будут использоваться КАИБы. Это электронное устройство для подсчета голосов жителей. Его устанавливают на тех участках, где число избирателей превышает 1000 человек. В Малгобекском районе КАИБами будут оборудованы 5 участков. Возле каждого комплекса должен дежурить оператор. Сейчас вместе с председателями избирательных комиссий они проходят обучение по работе с системой. 16 числа будете проводить тренировку официальную. Официальная тренировка себя подразумевает то, что вы подготовите 2 комплекта бюллетеней для тренировки. Он будет состоять из 20 бюллетеней действительных, 1 недействительного без печати, 1 с превышением количества отметок, а 1 бюллетень без отметок. Монтаж комплекса в помещениях для голосования, проверка его работоспособности, загрузка исходных данных, распечатка результатов голосования, итогового протокола. Специалист сервисного центра «Газвыборы» Роман Ткаченко объясняет собравшимся все нюансы работы с системой. Здесь здесь дело не в бумаге, здесь дело в самом комплексе. Здесь стоит линейка, которая сканирует полностью, увидеть, чтобы соответствовала печать. Все, этот бюллетень тоже он печатается именно по определенной формуле, под которой загоняются сюда исходные данные. И он все это анализирует и смотрит, где отметки. Результат сразу, правильно, уже появляется, да? Здесь он все это сохраняет, весь процесс. А испорченный бюллетень как он фиксирует? Испорченный как? Допустим, ручкой написали. Не превыш... отметили, а, допустим, расписали, многие сейчас... Здесь, если нет, допустим, если есть отметка в любом случае на бюллетене, в этих квадратиках, он его посчитает. Если отметок нет, то недействительный бюллетень, он, видите, его помечает таким смыслом. В день выборов операторы будут контролировать сохранность оборудования, правильность ввода бюллетеней избирателями и при необходимости оказывать консультативную помощь избирателям. Впрочем, большинство операторов и председателей УИКов уже имеют в этом деле большой опыт. Я являюсь председателем комиссии с 2011 года, и опыт, в принципе, есть. И с КАИБами тоже, в принципе, не первый год работаю. Абсолютно сложностей нету никаких. Тем более избирательная комиссия Республики Ингушетия накануне каждых выборов проводит и подготовку, и тестирование с нами, с председателями и с операторами КАИБ. И это напоминание своих, в общем, все моменты рассматриваются на обучении и на этим тестировании. Поэтому никаких сложностей не должно возникнуть. Всего в Малгобекском районе зарегистрировано 303 815 избирателей. Для них подготовлены 23 избирательных участка. На 8 из них будет организована видеотрансляция выборов в режиме онлайн. На остальных стандартная видеофиксация. Участковая комиссия уже активно начинает работать. То есть со 2 августа по 13 сентября полным ходом шел прием заявлений от избирателей, то есть те избиратели, которые по тем или иным причинам будут отсутствовать на своем избирательном участке. Начиная с 7 числа, с 8 числа, точнее, сентября по 13 такая же функция, такая же обязанность переходит и участковой комиссии. Напомню, что выборы депутатов Госдумы и Народное собрание региона будут проходить 17, 18 и 19 сентября. В дни выборов по республике свои двери распахнут 137 избирательных участков. Жителям нужно лишь прийти и отдать свой голос за выбранного кандидата. Амина Бокова, Магомед Белакиев, Новости 24.